моего видеоролика последнего о традиционном духовно-религиозном мировоззрении Ситин, отличие от других мировоззрения других религий, начали оставлять оскорбительные комментарии. У нас так не принято, да, выражаться матом, то есть цензурными словами, что я несу уйню, да, уйню, они пишут уйню. Вот, во-первых, те, кто так пишут, заходя, да, безосновательно пишут так, безосновательно. Сами есть уйни, уйни. И язык ваш уйня. И какой ваш язык, такая ваша религия. Вот что я вам хочу сказать. Потому что на конструктивный, ну, во-первых, те, кто так пишет, уже никакого беседы, естественно, с ним. А прежде чем на нормальный диалог конструктивный выйти, да, чтобы найти точки соприкосновения, вы сначала, прежде чем за веру, да, вас что-то задевает, да, но вы, прежде чем за веру что-то, если вы за веру говорите, да, что я несу уйню, да, у вас истинная вера, якобы, в кавычках. Вот ваш язык выдает, что вы никакой веры, представления о вере, потому что то, как вы выражаетесь, да, ваш язык грязный, вот ваша религия. Вот вы показатель той истины, которую несете. Вот что я вам хочу сказать. Поэтому вы сами, вот те, кто, как вы выражаетесь, вы поняли, да? Поэтому сначала, прежде чем мне что-то писать, сначала прогоните свое беснование, своих джинов, да, своих чертей. Потом зайдите по-человечески, спросите, да, спросите по-человечески. И может тогда вам ответят тоже по-человечески. Поэтому ваша правда ничто, это вода. Никакого. Вот вы что пишете, это заходите. Вот ваша истина. И то, что я сказал, я могу обосновать. Любому адепту, если он готов выйти ко мне в прямой эфир, открыто, да, любому адепту, вашему, да, если вы думаете, что я несу уйню, а у вас истина. Во-первых, у вас нет истины, потому что то, как вы комментируете, переходите на личность, оскорбляете, никто с вами уже, естественно, диалог вести не будет. Да, за правду, да. То есть люди слабые, убегающие от правды, которые любят обман, да, им же правда не нужна, они не могут посмотреть на правду, да, открыто. Они убегают. Поэтому так и у них какое-то это беснование начинается, да. Вот вот вся ваша суть истина, вот и проявляется, вот как вы под постами пишете, да, это лезете, да, не понимая. Главное, что вы не спрашиваете, не поняв, да, о чем человек говорит. Да, вы не понимаете и лезете, и пишете безосновательно. И переходите на личности, оскорбляя. У вас и ни религии, ни лица, ни вообще ничего нет. Ничего, вообще никаких рамок. Вопрос, о каком таком, о какой вере вы вообще можете что-то вообще? Кто вы такие вообще? И еще раз повторю, отличие нашего духовно-религиозного астинского мировоззрения именно от других мировоззрений, других религий.
Я вам докажу я вам, кто придумал на самом деле, у кого Бога нет, а у кого есть. Ну, в вашем поведении уже это понятно, у кого есть Бог, да, кто понимает, что это такое. И без этого, да, без каких-то формулировок, проповедей, да. Вы при том, что читаете их, зазубриваете, если даже в руки брали свои писания, да, зазубриваете, а я нет, да, и мне говорите, что э, только ваш Бог истинный, да, так почему вы позволяете себе таким языком грязным писать? Что ваше зазубривание, вот вы, не поняв, что человек хочет донести, сказать, да, свой знание. Откуда вы знаете вообще, может, я пророк? Откуда вы знаете? Не можете доказать и не сможете. Вы только можете верить мне или нет, следовать за мной или нет. Вы не сможете. Я хочу сказать, при том, что вы думаете, вы такие верующие, да, вы якобы там нравственные такие. Почему я себе не позволяю писать, на оскорбление переходить, да, не читая себе же самому проповеди? Это у меня что, от ислама идет, от христианства идет? Да, они тоже есть, я их не отрицаю, не говорю, что это не нужно, это плохо или еще что-то. Просто это в человеке заложено, в его культуре вообще. То есть мне это не надо. Меня делает таким, какой я есть, да, чтобы я занимался, да, развитием физической культуры, что у меня нравственность была, мне не нужно это, то, что вы мне говорите, да. Но у вас в своих словах противоречие. Вы мне о какой-то истине, то бишь хотите сказать, что ваш дин якобы истинный, а мой нет, что я несу, да, несу уйню, как вы выражаетесь. Так почему, если у вас он истинный, почему с ваших уст льется грязь, вот это, вонь, да, вы заходите, никаких рамок у вас, приличия, так-то слови. Кто вас учил, где ваша культура, в чем она выражается? В вашем поведении. Выражаясь таким образом, вы просто выдаете, что нет никакой у вас истины. Сами себя обманываете. И прикрываетесь вашей религиями. Более того, такими, как вы, которые не познают, не знают, да по сути. Вот такими и манипулируют потом. Вот таким и есть инструмент для, да, чтобы манипулировать. Это легко внушаемые люди, да. Это политика. А насчет, еще раз повторю, наше отличие, наше традиционное древнеостинское в духовно-религиозном мировоззрении отличительное. Вот адепты, да, говорят много о Боге, о чудесах. У них чудеса, у них Бог начинается с того момента, как человек принимает религию. Да, они не понимают, что сам своим умом человек запускает этот механизм, процесс. Потому что уже заранее наслышан. То есть это не говорит о том, что это неправильно или плохо, или что. Но тут идет речь о том, что мы говорим о Боге, да, в основном диспуты идут о Творце, где Он, да, ну, показать-то никто. Говорят о вере, вот это само слово вера. То есть верит мне в того, кого мы не видим, да, не можем. То есть, вот так говорят, ну, то есть адепты других религий, я еще раз повторю, не могут показать, это считается нематериальное, то, что за материя. А наша чем отличается традиционная, наша культура? Мы можем, я могу к вам показать, это есть сама жизнь. Чудеса не начинаются с принятием Библии, там, других. Жизнь сама есть чудо, потому что за материей, материя сама, что материя двигает? Жизнь, арт. В нашем языке многие не знают, жизнь переводится царь, арт, везде арт, огонь. А что такое в нашей культуре огонь? Это обозначение духа Творца, энергии. Сегодня ученые, квантовая физика это доказывает именно с научной точки зрения. Оно открывает нам заново то, что и так у нас было в культуре, в естественной форме,
образе, просто что за материей, и материя сама, она на самом деле не грубая, да, она, то есть из атома, да, если вот так разложить материю, то за ней вот это и есть, что называем дух, да, вечный. Ну вот смотрите, мы можем показать, я это говорю на своем уровне познания, да, то, что я познал. И я могу вам, может, другие наши адепты этого не говорят, я один, я могу это. Это прежде всего солнце свет. Я повторю предыдущий мой ролик, где там комментировали, бесновались. Это природа, природные стихийные царства. То есть то, что нас окружает, люди сами есть частицы вот этого одного единого целого, что мы можем назвать бытием. Отсюда и наши самоназвания, термины в культуре, асы, нарты, в общем, понимать, да, везде этот арт, царт, зарда, арт, да, везде мы даже три пирога говорим, арта, карджине, ардех, канунца, карды, везде арт, то есть вот то, что говорят адепты везде и во всем, да, вот эта суть и заложена в наших вот, словах, терминах. То есть, понимаете, вот то, что фразу сказал Арта Карджини, три пирога, это буквальный русский. Но на нашем языке арта это огонь, священное число. Даже счет у нас начинает. Еду арта, то есть артейском. Еду артейском, да, нарта, арта, частицы Бога, асы, арты. Арта производная таса в Авесте, да, вот этот термин есть. То есть арта карджене, то есть разрезаем ардех, да, пополам, кардой, артой, то есть это же есть, что каждый, везде, во всем есть вот этот дух Творца, и мы часть этого целого. Понимаете, то, что многобожие, да, вот то, что мы называем, и то, что у нас тоже силы, творения, и вот из этого и мы, да, состоим, наша материальная оболочка, то есть из этих элементов. Это и есть в целом общем, и есть Творец. Поэтому мы своего Творца осетины называем. У нас нет такого, делай то-то, то-то, начинают, подбегают. Во-первых, не спрашивай понимание, мировоззрение этого народа, этого, да, древнего народа, который сохранили вот эту древнюю. Мы религией это никогда не называли, дело в том, что на русский лад у нас не было. Мы это Агдау называли. Просто это жизнь в естественной форме, да. Сама жизнь есть чудо, от слова царь, арт, оно есть, оно не начинается. Когда мне начинают пример приводить, посмотри там, э, поп или кто он там, какой-то служащий там, в общем, намолили там какое-то чудо, что-то с водой начало происходить. Я говорю, что вы мне, зачем мне это надо? Чудеса, ну, это и так, жизнь сама есть чудо. И она что, со церкви начинается, то есть с принятием религии или там, и сам человек себе это, понимаете? То есть, а у нас это все естественное было, не было у нас. Но из-за того, что все вот эта суть истина, понимание ушло из нашей культуры, так как под влиянием там внутриполитических, там глобальных сил, завоевателей, долгих войн, там, все это получало какое-то искажение, там, кто-то, в общем, были причины, веские причины, поэтому у нас не было, как у других там, хотя Писание тоже, что из зороастризма это все осколки того, той распространенной культуры. То есть, например, пророк Заратустра реформировал тоже, что и было до него. То есть там тоже, наверное, где-то эта необходимость была, там, где хаос был, надо же на чем
в обществе, да, чтобы там хаоса не было, какие-то ценности, чтобы люди следовали ценности, да, и законы, ценности. И поэтому пророк Заратустра и реформировал, да, то, что было и до него. То есть понятие добра, зла, там, законы равновесия, порядок, и те, кто ее нес. И благодаря этому, в общем, э, общество жило в гармонии, в порядке, да, там был разум. Вот поэтому, но люди же не догоняют, почему вот начинают, где ваше Писание? А вы подумайте, почему это, ну. И вот, а у нас это, ну, поскольку это было понятие утеряно, потому что многие стили принимают другие по политически, вот начинают обобщать. Ваша ошибка, самое главное, бывает, что вы начинаете обобщать. Аланы приняли, кто, когда и что, и в какое время. Мы зависимы были в какой-то период. Очень было. Наш расцвет был именно тогда, когда у нас была вот та традиционная духовно-религиозная культура, вот, которая нас объединяла, древний мир, которая была Вот тогда мы в расцвете. А когда монголы там, другие, мы разрушилось это все, да, мы были под влиянием, зависимость, как и сегодня. И, естественно, кто бы сказал, что мы арии, да, во времена войн, да, мира, когда мы против Гитлера воевали, да. Вот представляете, мы бы сказали, мы арии, мы арийцы, или там народ ариев, богов, или, между прочим, Гитлер, когда сюда пришел, он, народ, он, сами знаете, на кубанских топориках солярные символы, да и в буддизме везде на груди у Будды наберете. Это о чем говорит? У нас вот эта культура, она в тени была, но мы ее сохраняли все равно. И произошла смесь, частичная подмена, понятия, да, вот этого древнего мира, мировоззрения этого. И вот поэтому, в общем, вот причина этому всему. А кто-то и принял там, да, политически там зависимость и так далее, а кто-то, не понимая этого, начинает, да, из поколения в поколение это внедряется, укореняется, подмена. Люди, дело в том, что многие не ищут правды в своих корнях, да, им это не надо. Они вот рассуждают так, вот они приняли, ну, обобщенно, и вот то, что если все делают, значит, ну, не все же делают. Еще и понятно, что у нас своя культура, мы ее сохранили. Но они не вдаются, вот в чем проблема. И уходят в другие религии. Потому что слышат в этом вера в Бога, вот эти два слова, вера в Бога, в одного Бога. А которые вера в Бога, да, а у нас якобы нету, то есть религия, а у нас нету этих слов. И они не понимают, что на нашем языке, это наш язык, он совсем другой мир, совсем другой мир. У нас нет таких слов. Просто же надо понять. Бог же не начинается именно с принятия. Ну, он есть все. Он же не может, он и в нашей культуре нравственность есть, порядок есть. Значит, народ не бездуховно нравственный. То, что там марака стоит, это чья вина? Бога, что ли, или кого вина? Людей, люди сами. Поэтому, чтобы люди поняли, надо всегда учитывать политические моменты, вопросы. Пока есть политическое влияние, вот начинают там писать, какая разница, какой ты религии, какая разница, какая разница? Разница есть кто-то. И когда это что же не просто так, вот эта подмена как-то произошла, да? Какая разница, когда люди принимают, с головой ходят в другую религию, а в своей не видят ее? Это о чем говорит? И еще начинают говорить, разницы нету, если я приму это.
Как нету? Если ты с точки зрения той религии, в которую ушел, начинаешь на свою религию смотреть предвзято. Уходит человек, понимаешь, в ислам, допустим, начинает. В Ашкерге это неправильно, то-то никак неправильно. Это при том, что ты не поискал правды прежде всего в своих корнях. Это что за самообман? Это так шаг, которым ты показываешь, принимая другую религию, ты показываешь, что твоя культура нуждается в каком-то другом боге. Да? Мы называем на своем языке бога Хуцал. Зачем? Он еще нуждается в каком-то имени. Вопрос. Для осетина, нет, конечно. Те, кто знает, что у него свои традиции обычаи. Но когда осетин принимает другую религию, сразу появляется другое имя, название Аллах. Да? В Коране написано, вот 99 имен, вот этими именами надо обращаться к Всевышнему. Самое лучшее из которых Аллах. Худой или вот это все, то, что арии как называется, это не идет. Это уподобление многобожия туда-сюда. Какая разница? Мне кто-то, значит, хочет, если мое мировоззрение никто не понимает, и тем более какой араб или кто будет углубляться в моей культуре, если я сам не буду, да, пойму, что она из себя представляет, да, кому это надо. Вместо этого вы больше арабский учите, да, ну хорошо, вы ушли туда, да, с головой, вот, в эту религию. Никто же не говорит, да я только за. Но опять-таки, пока есть политика, влияние, какая разница? Так все будут уходить в своей культуре, ничего не видеть, не развивать. Что тогда? Какая самоидентичность останется вообще с этого народа? Язык теряется, все теряется. И нартовский эпос, историю вообще, это же катастрофа. Это и есть подмена ценностей. Ладно, одно дело, но задевает, знаете что? Задевает. То, что ты понимаешь, что человек, ушедший в другую с головой религии, да, ну, ты принял, ну, да, понятно, но когда, я же понимаю, что когда речь заходит о традиционной культуре, слово традиционное, да, сразу у них это ассоциируется с чем-то неправильным. Что это многобожие, это неправильно, значит, у них что-то не то, единого, они безбожные, да. Это те говорят те, которые под моими постами вот грязным языком пишут. Значит, у них Бог, да, это ваша истина. Или тогда все можно оправдать, да? А на самом деле вы прикрываетесь этим, и никакой правды у вас нет. А когда уже нечего, что человеку остается? На оскорбление перейти, да, физически этот вопрос решить. Ну, правда за кем и так понятно. Поэтому вы, убегая на оскорбление, когда человек не может безосновательно, ничего, пустой, не понимает, он так и делает, так и, ну, и цена этому для чего? Самообман, что это такое? Дешевка. А теперь я докажу, любому докажу еще в этом ролике, вот я скажу, а дальше думайте, но если кто-то хочет, я докажу, кто из нас многобожник. Я не раз это доказал, просто когда люди не хотят правду слышать, они так себя ведут, так и пишут. Кто из нас многобожник? Потому что одно дело сказать Бог, попугай научи, говорит Бог. Ребенку скажи Бог, он тоже будет это повторять. Другое дело понимать, что это, да? Как в Библии описано, за 7 дней там Бог создал. Другое дело вопрос, а что это такое?
Человек же должен понять, да, где эти знания? Нету там. Ты должен там читать, повторять, ну, ты не можешь. В отличие от древних писаний, в нашей культуре все это было заложено. То, что Иисус нес истины, да, как бессмертие духа, нравственность, вечный добродетель, оно было всегда в нашей культуре. Есть у нас такой кадок Асаваси, который был сотворен Всевышним из огня, то есть духом. И как раз таки этот кадок сравнивает с нашим вот этим, с Иисусом. На иврите Иешуа, на арабском Иса, и, возможно, его подлинное название сохранилось, может, на артовском. И это есть Асса, или Васа, ну, в нашем осетине, Алан. Я добавлю немного, то, что те, кто там, кто-то поднял тему, что Осетия переименовать в Аланию, вроде бы те, кто этот вопрос поднимают, они за наше историческое там, название. Но парадокс в том, что они же и не знают свою историю. Это глупо так говорить, потому что Аланы это и есть ассы. Они себе друг к другу обращались асса. За этот ас идет спор, да, историческое правильное наследие. Везде фиксируется, допустим, ас Дегор в карте. И вы просто так берете и говорите, надо Осетия переделать на Аланию. Парадокс. Ничего а как тогда? А вот так, просто грузинский ос переделать на правильный ас, и получится Асия, Алания. Вот правильно. Куда ас убирать? Это, глупо. Потом, допустим, Аланию сделаете, и пройдет время, и за этот ас начнутся, и вы начнете думать за то, чтобы обратно возвратить этот ас. Не надо же, историю надо знать свою. Десять. Так вот, то истина, которую Иисус нес у нас в культуре, наш народ, нарты, это и в переводе есть арт. А это суть несет, во-первых, наш первоэлемент, то бишь духа, частицы, это и есть. И вот эти вечно духовные ценности, нравственность, то, что Иисус снес, да, вот эта суть заложена. Но поскольку эту суть мы потеряли и не воспринимаем нашу культуру как, что в нем истина, в нем Бог, вы представляете противоречие какое? Вроде бы адепты их религии говорят нам о том, что Бог везде во всем, в то же время почему-то там именно начинается Бог, а не в нашей культуре, как будто, у них многобожие, у них арака. Так вы уже определитесь, вы своего Бога создали, да, придумали, и он именно находится в тот момент, когда вы заходите в церковь, креститесь. Где логика, логику мышления включите? Почему вы думаете с точки зрения других формулировок, терминов, а не своих, не изучаете, что мировоззрение народа, и что очень важно. Потому что не ищете, не понимаете, и уходите, и столько фанатизм начинается у вас суета начинает, обязательно вы в крайность должны впасть. Обязательно осетинка, чтобы начала прилично одеваться, ей надо что-то принять, религию какую-то, и она тогда хиджаб одевает. Ну, посмотри в свои, у нас что нельзя прилично одеться, по-нашему, национальному. Оно что, не несет такой же смысл? Вот вся проблема. Или непостоянство, или вот путь какой-то, или не... Куда там метает всех, не знаю куда.
Посмотрите в свои, поймите, что они в себе несут, какие смыслы. Посмотрите на Бога такой, какой Он есть везде. Не уходите куда-то себя, заточайте куда-то в пещеру. Что это такое? Наше мировоззрение, оно, я говорил, что в отличие, да, сейчас вот многобожие, да, еще раз вернусь к этому вопросу. Вот, например, всегда пример привожу семицветную радугу, да. Как может быть радуга без семи цветов, да? Например, да, тот же, когда говорят, мы все рабы Бога. Что это означает? Разделяет опять-таки же, смотрите, формулировки. Ведь можно было это сказать, допустим, что мы все находимся в одном бытие. Да, разница, понимаете, да. Но кто-то такую формулировку дал. Мы рабы Бога, которому должны поклоняться. Что такое молитва? Мы должны молиться. Должны, откуда идет? Что такое вообще Бог, да, Всевышний? Мы не знаем, это, как говорят, там, вера в Бога, да, вера нас куда уводит? Что такое вера? То есть не знаем то, что мы не видим, да, то есть за материей, то есть Он творец, творит, но везде, лишь бы не там, где его есть, да. Кто может, вот кто говорит всегда, Бог, Бог, покажите. А как Фред показать? Это то, что... Ну, а как ты говоришь то, что не... Что, как это, чем уявить, проявить? Какие чудесами? А жизнь разве не сама есть чудо? Потому что вот со мной что во мне есть? Энергия, вот это же есть Дух Творца, частица. То есть что значит Творец? Где Он? Покажите. Везде, во всем. Вот Он, такой, как Он есть. То есть сама жизнь. Куда еще, да? А говорить то, чего ты не знаешь, это что называется? Шизофрения. Где точки соприкосновения? А вот наша традиционная, да, перейдем к тому, что на самом деле, да, наше истинное единобожие, что сейчас вы поймете, кто придумал Бога, кто многобожник на самом деле. Вот нашу культуру возьмите. Почему арии, да, Всевышнего, ничего ж просто так не взяли и придумали, да. Хотя у всего есть замысел, да, ну, люди над этим же, понимаете, это из глубин веков идет. Наша религия, вот вообще, как и человек, он возник тогда, когда и весь мир, потому что мы из мира, мы из той точки, от которой возникло все мироздание. Удивительнее, чудеснее не бывает, что это все возникло из беспредельного пространства, без бесконечности. Какое вам еще чудо нужно? Мое слово, то, что я с уст произношу, звук, все, оно, если за ним посмотреть, за всем, откуда идет? Вот ученых начинается с мозга все, да, за мозг нейронности, более тонкая, да, материя, а за нейронными, откуда это все идет? Да, за ним посмотреть, там есть беспредел. Все чудесным образом. Это и есть чудо, да. Каждый шаг. Но мы это воспринимаем, это чудо жизни. Естественно. Кто-нибудь, какой-нибудь адепт это говорит, что это жизнь сама есть чудо. Любой богослов, любой что, жизнь сама есть чудо, потому что ну, мы это же воспринимаем жизнь просто как, естественно, да, нету там чудес. Ну, жизнь, мы привыкли к этому.
Зато когда какое-то что-то явление там где-то в рамках той или иной религии происходит, они вау, вау, чудо, ничего себе. Вот вам и обман где происходит, да? Где настоящее единобожие от искаженного. Понимаете? Я забыл ставить, что почему у нас религия, на нашем языке не было такого слова религия. У нас понятие было как арт, аса, вот просто часть одного целого, как сказать. Отсюда войнарты, асы, вот, арии, мир, да, мир богов, боги. Потому что у нас вот это высшее, а мы часть этого целого. Мы цари этой природы, мира, мы творцы. Поэтому не было. Но из-за того, что это все было утеряно, мы вынуждены говорить, что Асса-Дин или Ирон-Дин, Вас-Дин, я его называю Асса. Так правильнее произносить и писать с двумя латинскими «с», которые образуют четырехлучевой солярный символ, который и проясняет, отображает вот само слово, суть, истину, асса. Это прежде всего говорит речь о духе, о Творце, что мы о первоэлементе духе. Понимаете? То есть в этом месте оно не новодело, давно забытое старое, или, как я сказал, по необходимости. Вот как пророк Заратустра реформировал то, что было и до него. Там, где хаос происходил, деградация духовная, там и появлялись пророки. Вот поэтому мы говорим, у нас своя религия. Говорим религия или дин, говорим. Аса дин. Уяснили. А так у нас этого не было. У нас мы воспринимали жизнь как естественная. Жизнь от слова на нашем языке царь, арт. Арт это есть такое выражение клятва. Арт-хоран, арт-хоран. И кто-то его переводит как клятва. Нет, это не буквальный, у нас сакральный язык. Арт-хоран, арт в нашей культуре дух, то есть кляться своим духом, арт-хорун. Понимаете? Арт. Не буквальный. Вот недавно вопрос тоже. Оказывается, долгое время вот этот спор у Аскерги трехногий, изображали его, или четырехногий, спорили постоянно. Дело в том, что его переводили на русский язык, вот, артикаху, как думали, что с тремя ногами. Арти это три. А на самом деле это артикахук, это арт, огненногий, огненно-ногий. Я сделал вывод, что это и то, и другое, потому что это трехфункциональность. То есть в Аскерге, да, общественно-родовой строй по Нартяде. Поэтому это и у нас это число 3, это сакральное. Оно связано опять-таки и с огнем, то есть духом Творца. Евдуарта в нашем счете акт сотворения мира от Творца, как и три пирога в миниатюре, сцена, как вот фильм можно, но в театральной форме три пирога это как был сотворен мир такой. Вот если бы его сделали, вообще идея мощная. Поняли, да? То есть у нас это было, не было рамок вот этих истин понимания. То есть можно сказать, наш народ, сказать, допустим, все были Иисусы. То есть понимание, каждый человек себе, вот смотрите, крест взять, что он символизирует? Вот солярный символ. Тот же крест, только в движении. То есть параллель, вот Адам, слово возьмем, Адам, первочеловек с рая, которого Бог сослал на грешную землю. А на нашем языке, он же, если почитать Адам во множественном числе, это люди. Обратно почитать мада, мать мы говорим, мать земля. То есть материя, речь о материи.
То есть получается, что здесь речь идет о том, как дух приобретал грубую материальную форму, то есть приобрел. Понимаете, какой смысл там заложен? Это и в эзотерических источниках, тайной доктрины Блаватской, антропогенезис, космогенезис, как мы приобретали оболочки там, огненное наше первое было, то есть вот это есть везде, вот дух Творца, в слове нар, ас заложен, первый элемент, понимаете? И все другие элементы. Так вот, вот крест сам символизирует дух, вот параллельная линия, пересекающая горизонтальную, обозначает параллельно это дух, а вертикально это, то есть горизонтально это материя. Вот теперь сами, вот сам человек, вот в танцах мы танцуем, вот раздвинем. Пускай кто-то скажет, это бред, но это же символ, крест. Вот так поделить человека. В нем есть дух, есть. Он материален в своей оболочке, а одна и та же суть, одна и та же. Вот эти все в танцах солярные символы. Мы делаем круги, образуем символы. В танцах когда там в круг в центр выходит солист, солистка, как сотворение мира. Сначала было одно и возникло все, да, 1, 2, 3, Евдуарта. Вот эти все символы мироздания, они просто у нас в культуре в естественной форме всегда. Вы йогу возьмите, йог то же самое, что и сказать огонь или арт. И там главное, что на нашем тоже, у них тоже звучит асаны, вот упражнение, асаны. Понимаете, то есть вот вдох, выдох, вот эти все движения. Ну, мы не йоги, но суть же одна и та же. Распространилась наша культура в Индии. То есть понимаете, в чем тут дело? Одни и те же истины. Сам человек есть этот асан, Иисус, Ишуа, заложен истин. Это я все к чему говорю. Это у нас было всегда, кто-то взял, отделил от этой сути, да, все равно, что сказать из полного контекста вот этого единого бытия, Творца отделил, переделал, переиначил, знание брал. Вот, допустим, в Библии возьмите, говорится, дух, душа и тело, первый элемент. Я забыл упомянуть, что это не хочу сказать, что это обман, нас скрывают, ну, что это плохо. Есть другая причина, то, что в корне, вот если кто смотрел Эрста Мулдашева, который был в поисках города богов Шамбали, который говорил о бывших расах, цивилизациях, Гипербореев, Лемуров, очень Атланты, Рерих и так далее. Вот Блаватская в своих трудах, да, описывала эти расы. Они самоуничтожились из-за гордыни. Простой причины. Гордыня. Сегодня то же самое происходит. Проблема нравственности, культуры. То есть там описывать, что они были ближе к единому целому, у них была безграничная сила, но они начали создавать что-то свое, как и сегодня. И начали друг против друга, то бишь я царь, я Бог, как и сегодня. Каждый хочет быть царем, каждый поднимает вопрос о создании своей карты, он самый могущественный, самый лучший. В общем, из этой истории. Поэтому надо на прошлое смотреть, чтобы смотреть будущее, да, на ошибках учиться. Так вот, они ну, не все. Генофонд от них остался, они вот в городе Шамбала, говорят так, и в нашем, на Северном тоже. В общем, как учителя, которые потом вышли, вот они, возможно, есть, вот говорят же, что, мол, инопланетяне прилетели с космоса и людей обучили там. Возможно, это, скорее всего, о них идет речь. То есть они, чтобы эволюция продолжилась, вот этот генофонд, он дал новый росток новой человеческой расе, даже, чтобы продолжилась. И это если в наших кадагах, если, ну, отголоски этого.
нарты, боги, это все об этом. Гиперборея, гупербората, гуперсарта. В общем, ну, это тоже, это я к чему сказал. Поэтому все эти знания, о которых я говорю через нашу культуру, да, возможно, и скорее всего, они ограничились вот этими простыми истинами, как в Библии, добродетели, да, потому что в руках не духовно-нравственного, если у него этого нет, человек, в общем, тогда эти знания, они только во вред, в разрушение идут. Поэтому они, но дело же в том, опять политика, и вот эти знания, которые в нашей культуре, и кто, смотря за этим стоит, да, они начинают говорить, что это все бред, то, что в нашей культуре. Вот в чем проблема. Опять политика. Во всем всегда надо учитывать внутриполитические глобальные силы мировые. В общем, а это как инструмент, да. То есть это для тех, кто по-настоящему хочет познать, понять, что такое Бог. Не просто сказать. Любой может сказать. Любому путем, любым ребенку, я же говорю, попугая научи, он будет говорить. Но здесь именно, поэтому вот это, то есть, но суть в том, в чем? В том, что в Библии дается только дух, душа, тело, первооснова, бессмертный дух, душа, тело. Но сама душа имеет тоже 7 тонких тел, других первоэлементов, тонких материй. То есть с эволюцией мы приобретали разные, да, тела тонкие. Я в ней почти отсюда. Но об этом нет, этих знаний нет в Библии. Есть в других источниках, даже буддизм, индуизм, там, эзотерические источники. Между прочим, в нашем Кадаге есть. И именно говорится в слове хуцал там, это очень глубокий по смыслу термин слова. Он не только несет хурцал, да, то есть за пределами материи дух Творца, его свет, он вечен. Тьма есть свет, свет есть тьма. Вечен. Через материю он проявляется через материю, во-первых, и через солнце. Поэтому мы говорим хурцал. И он возникает тогда, когда каждый день мир возникает тогда, вот истина в нашей религии, какое знание отличительное. То, что они говорят, это в прошедшем времени. Бог создал за 7 дней, ну, когда-то это было. А наше мировоззрение нам говорит о том, что когда ночь, когда мы в сон уходим, это как бы в бессознательное мы уходим в сон, в темноту. Солнце тоже уходит. То есть свет уходит. И при пробуждении солнца, когда восходит, то есть и мы открываем глаза, наши зрачки черные, как черные дыры, между прочим, поглощают свет. Тоже интересное такое сравнение с черными дырами. Но смотрите, наш мир возникает тогда, когда восходит солнце. То есть Богом мы просыпаемся и засыпаем тоже. Ну, конечно, мы нарушили эти биоритмы, да. То есть выйдя на технологический путь развития, это уже создание опять своей системы матрицы. Далее идет подключение к виртуальной типу сознания, перенесение сознания в матрицу. Да, как вот в фильмах. Это же не просто, где будет Богом искусственный интеллект, то есть другая реальность. Понимаете? Вот какой факт тоже выявлен. Биороботизация и так далее и тому подобное. Но это другая история, но суть в чем? То есть Бог, вот мир возникает тогда, он постоянно вот это происходит. То есть это зрелище, это чудо каждый день. Понимаете, наше мировоззрение, это в Хуцае, в этом слове, что можно из этого понять? То, что речь идет прежде всего о первоэлементе Духе Творца, огне, огонь, арт.
и от других первоэлементов. Ветер, там, земля, вода, в общем, эфир. И в каждом из этих элементов находятся другие, ну, этот первоэлемент находится. Вот точно знает, везде во всем это и есть. Вездесущий, что мы называем творением. Вот в этом слове есть хуцал вся суть. То есть это настолько... Более того, есть кадок, который мне сказитель рассказывал, если Чермен Дулаев, кто-то знает, тоже, если бы записать этот кадок, его вы вряд ли где-то... Это из уст в уста, народно-устное предание. Так вот, он и говорит, что в каждом слове, вот в слове хуцау, каждая из букв несет в себе какой-то первоэлемент. Х– это солнце и другие там, вода, то есть это речь идет о наших с вами первоэлементах, они же в свою очередь есть наши духовные предки или духовные стихийные царства. То есть древние изображали их, вот, надо же как-то обозначить, кто это говорит, нельзя изображать. Откуда вы тоже это взяли, с чего? Изображать надо, и все, у всего есть символ, как и в других религиях. Все обозначают чем-то, их функционал, что они в себе несут. Так вот, древние изображали богов стихийно. Вот, допустим, стихия ветра– это феи изображали, стихия воды– там русалки, огня– саламандры, земля– это гномики. Ну, вот, короче. И они тоже как люди, только на, скажем, на своем плане бытия свои функции исполняют, как мы. Вот, а что это нам дает? Опять-таки, мировоззрение древних. Почему так? Это не тупой вымышленный бред дикарей, которые представляли, что природа– это человек. И те, кто так думает, они не дотупляют, что то, что ученые, ну, они же сходят из точки зрения науки, да, что этому всему есть обязательно. Но они знают, что из момент пропускает какой. То, что, во-первых, ученые то, что открывают заново. Перевод. Бозон Хиггса это тоже в нашей культуре сказать. Нартас, частица, то, о чем речь идет, да. Кто нам это открыл? Они нам открыли потому, что мы забыли или отняли когда-то в корне. Это я же говорил, подмена там, это же долгие процессы шли, войны там, и это все, мы, понимание, через религии, все. И ученые, все это перешло к там, вышестоящим, там, да, сила, все, власть, там, их образование, они все сделали. И нам преподносят так, как будто они умные, а мы тупые. Они нам открывают Бога. А на самом деле все совсем наоборот. Понимаете? И в чем дело в том, что с научной точки зрения, атеистической, вот все, что нас окружает, в том числе планеты, да, природа, они же открыли, сказали, что никакие боги, это бред, это ну, природа. Они это воспринимают мертвого, как будто там разума ничего нету, как будто по заказу, ну, называют это закон физики, да, посмотрите дух времени. То бишь они там говорят о том, что это все, какой Иисус, это солнце. Но они одну ошибку делают. Это манипуляция произошла. Те, кто знают правду, зачем им надо было этот фильм делать, да? То есть зачем? Мы же знаем, что правду людям не будут говорить. Кому мы можем доверять? Там манипуляция происходит. Дело в том, что ну и разница, почему надо знать мировоззрение свое, родное, искать правду и не верить там. Ну, все надо, сравнительный анализ, но в твоей правде. А никто тебе правду, тем более, когда запомнить надо, что политика есть, влияние, да, нужно свои корни. Они это преподносят как мертвые, разница в чем.
Вот Солнце по заказу, там, как будто эта планета горит там. А древние они почему, если изображали богов, почему солнечный бог и т.д. и т.п.? Потому что они понимали, ну, вот то, что я перечислил, стихийные царства. Они понимали, что это все живое. И это наши предки. Нету над тобой, во-первых, никого, ты просто часть этого, ну, и в тебе частицы от каждого из этих богов, природных стихий, элементов. И в Кадаге это сказано, вот то, что я говорил. То есть в каждом букве вот Хуцау заложен первый элемент, то есть сила творения. То есть вода, земля, то есть боги. Есть такой кадр, как произошли нарты. У нас, то есть, если боги, они по отдельности не имеют, в общем, ну, они же отдельны, а мы в себе имеем все вот их потенциалы, и они наши духовные предки. Это о чем говорит? То, что Солнце, допустим, оно стихийное царство, оно просто тоже там, как сказать, тоже как люди, мы тоже там, ну, духовное царство назовем, духи. Вот ветерок нас касается, мы это воспринимаем как природа, да, ну, природа, ведь ветер, хотя мы ему имя даем, да, ветер. А на самом деле это дух нас касается, дух ветра. Понимаете, в чем разница? Мы понимали, что мы с природой связаны, потому что оно все тоже как люди живые, они не мертвые. Солнце то же самое, это наш Отец. Понимаете, вот говорит Отче наш. То есть те, кто говорят, что это обман, это не Иисус, это солнце нас обманывает. Ну, понимаете, в чем подвох? В том, что атеисты, они делают, омертвляют и создают, что самое главное, свой мир, новый, да, матрицу. Себя делает Богом, то есть Богом искусственный интеллект хотят. К этому же все идет. Это же не я придумал. Вот и делайте выводы, кто придумал Бога, придумывай. А у кого истинное понимание, что такое единое, да, вот это. Наша культура, традиции, обычаи, культы несут в себе знания о бытие. У нас ясновидение, у нас веры нету. Поэтому, потому что Бог есть все, а все, что у нас есть, вот культура, это знание об этом. Созвездие, там, Барагманты, это все связь с тем, что нас окружает, с природными. То есть и надо с ними быть в гармонии. Единственные точки соприкосновения сегодня может это как-то жить в гармонии, да, они уничтожают, засорят, ну, по крайней мере. Потому что все остальное, вот, оккультная сторона, жреческая, мы, ну, какие там шарлатаны на этом могут деньги, еще что-то. Кто их по шизофреники? Мы же не можем, ну, как да, уявить это, да, связь происходит. Но мы можем, наверное, поэтому эти знания, как бы, от людей, ну, даже они есть, любой в доступе, эзотерика там, ну, те, кому это не дано, они автоматически его отбрасывают. И даже сколько бы ничего не понимают. Потому что там ключ, чтобы тебе эти знания, понимание дошло, ты должен быть духовно нравственным. То есть иметь вот эти, то, что во всех религиях, да, которые именно не должны противоречить друг другу. Сейчас я вопросы я не зачитал, а мне надо рассказать мысль правильно донести. Так вот, поняли, да, чем, как преподносят ученые и разница между тех, кого они называют, ну, как воспринимаются вот сегодня современниками, как будто Бога это вымышленный бред, да. Каждый из этих, кого вы называете бред, это наши
духовные тоже предки, только на своем плане бытия. Это вот такие, какие есть. Природа, все. Солнце, ветер, все это. И мы, вот Баракбон, это все это как бы связь да, мы не отделены. Многие ошибаются в том, что они отделяют духовное составляющее от материальной. Но вместе оно неотделимо. Бог, Он не может, потому что за материей нами, мы бы тогда, нету ничего в этом бытие мертвого. Вообще нет. Просто меняется, видоизменяется. Человек умирает, все это переходит в другое, в общем. Понимаете, в чем суть? Так вот, Бог такой, какой Он есть. Есть фраза «Я есть то, что и аз», даже в слове «аз» я. Азы, асы. Вот говорят, мы не язычники. Мы язычники. Не надо кому-то, те, кто не знает, что он в себе термин несет, оправдывать. По их невежеству, что мы язычные, это значит неправильно. Между прочим, язычник, как и аз, как и аз есть, азбуки, вот в этом, да, начинается так. Воздан есть дон, Азия, Асия, Кавказия, Россия. Везде аз, заметьте, аз. Мы же говорили, что это обозначение духа. То есть дух Творца. Как может аз, мы не азы или асы, если это и есть. Понял, да, мы частички Бога. Как мы не частички Бога? Вот когда вы говорите, мы не язычники, вы говорите, что мы не частички Бога. Получается, вы оправдываете свое же невежество, также получается прежде всего, другим, которые также невежественные, которые не знают, что это такое. Когда они говорят поклонение Богу, какое поклонение? То есть огню. Когда речь идет о Духе Творца, о каком поклонении, здесь же и так понятно, о чем речь идет, что за материя вездесущая, то что. Понимаете, о чем? И мы, не зная мировоззрение свое, начинаем оправдывать. Вроде говорим, у нас свое, но в то же время мы свое с подменой. Тогда почему мы оправдываем, что мы не асы или не, язычники? Язычники это и есть асы. То есть сама жизнь есть. Понимаете? То есть я сказал, Бог такой, как Он, каким мы Его видим. Вот сама жизнь. Оно есть чудо. Какое еще чудо нужно? И оно не начинается где-то каких-то там. Сам человек этот механизм заводит. От того момента, как он идет, он же предварительно знает, что те, кто принял религию и что-то с ними там, явление, он Бога поверил, то есть впечатление, да, уже до того момента, как он шаг делает, идет туда, это уже он сам своим умом запускает вот этот процесс. Все от ума идет. Все пути идут на самом деле к себе самому. Да, ты приходишь куда? В никуда, что ли? В небытие. А ты есть то, что, когда ты к себе приходишь, а ты есть и то, что все. То есть весь мир, люди, все, это все есть Творец. Чудо из чудес. Какое еще? Вот вам и вся суть мировоззрения нашей традиционной культуры. Кто ее изучал, естественно, они пойми, как, может, они с точки зрения христианства думают, или с точки зрения других формулировок, и сами не вдаются в это, что это, как понять, да, сердцем это, надо же это своей сущностью понять.
И вот что получается. Тот, кто не понимает, вот что Бог, он такой, вот каким он есть, и называет своего Бога, то есть это истина, это кто, получается вопрос, кто придумал Бога? Естественно, те, кто от этой сути уходит, вот те, кто отделил, то есть из контекста, кто вырвал, то есть это вы нуждаетесь через ваши религии прийти к тому, что вам я говорю, ибо никто не знает, как само явление, снизпослание само, что как. Кто бы это ни придумал тоже в этом есть тоже замысел, план Творца. Я не говорю, что это неправильно. Но те, кто говорят, что то, что в нашей культуре, наше мировоззрение, это просто на самом деле об истинном, да, что такое, те термины, которые заложены. Просто обидно, знаете, что неприятен момент. Я же говорил, политику надо всегда усматривать. Мы же понимаем, что и мы не лезем никому, но к нам начинают лезть, нам говорить, что мы нуждаемся в религии, прими Бога, верь в Бога, а ты не понял, у нас же это все есть. Что происходит? А из этого полного контекста сами же они исказили где-то. Может, эти адепты сами не понимают, не вникают тоже. Они тоже по мертвой букве все зазубривают. Дальше этого они буквы не понимают. И преподносят так, как будто бы то, что у нас, это как, ну, там традиционно, это неправильно, многобожие. Видите, все эти символы отражены в нашем культе три пирога, в человеке самом. Это же надо человеку самому понять, это же главное, а не самообманываться. Они что сделали? Подменили в один образ, допустим, одни там в Иисуса, и люди думают, что вся истина, вот он Бога-человек, а остальные все из пуха, праха, там люди. Когда Иисус, если покопаться в источниках, это же люди придумали. У него религия была, у него не было. Он снес тоже, что биянию, и нес сейчас вам говорю, только через нашу культуру и через другие, да, в сравнительном анализе. А кто-то возьмет, допустим, меня на кресте распнет и сам начнет писать, там, из меня делать проект, да, на века, чтоб людьми. И вот этот крест, он же в человеке, везде, все солярные тоже, это символы мира, символы бытия. Кто-то взял, получается, у меня эту суть отнял, может не отнял, знаете, как это правильно сказать? Э, Принесли нам тоже, что у нас и так было. То есть отнял у тебя, переделал твое, как хоть на свой лад. Назвал это правдой и распространил, и к тебе пришел, и тебе же твое, то, что у тебя взял, начал тебе говорить, что мое правильное, а твое нет. В твой же дом, от твоего дома он забрал, переделал и в твой дом залез, и начал тебе в твоем доме говорить, что мое правильное, а твое нет. Вот, ну, так, в общем, обобщенно говоря, да, вот что произошло. Поэтому, когда мне начинают там говорить, там, я кого, какую религию, выбор каждого, но если кто-то не уважает мое мнение, не спрашивает, не хочет понять, пошли, кому я должен уважать, да, кого, что, мировоззрение, залетают, начинают, главное выскакивает, безосновательно начинает писать, еще и на оскорбления переходят. Слабаки, вот это, ну, вообще как диалог вести, когда ты по-человечески не зашел, не представился, не хотел поинтересоваться, понять главное. Зачем так себя ведешь? Для чего?
Вот таким людям какая правда нужна? И вообще, кто им... У них беснование начинается. Ну, вот в чем. Поэтому переделали и, ну, одно дело мы бы не лезли, другое дело, когда к нам лезут, и нам приходится отвечать там или говорить, что у нас религия, у нас оно, то есть нас самих, вот как радикализм взращивает, да, провоцирует, и он возникает по миру, да, когда подавление чего-то идет, свободы воли выбора, тогда и возникает. Здесь то же самое, безосновательно никто не взял и начал там. Вот представляете, мне делать нечего, да, просто вот что-то придумал, сказки какие-то рассказывает, так нечего делать. Это же надо такую нести, да. Есть много других вариантов, да, физической культуры, там, более таких, может, кулинария, да, легко же приготовить, показывать или дураком прикинуться и какие-то, в общем. Но здесь же речь идет именно, тем более, ни за деньги, ни за что человек же не преследует. Какие цели я могу преследовать? Призываю к нацизму или, да, за объединение только. Никакого нацизма и политики. Просто человек чувствует, что идет подмена, идет и ну, подмена ценностей, хаос, в общем, все вытекающие отсюда последствия. И еще я понял то, что вот такие душевные ролики бывают, когда вот ислам, да, за Коран сожгут. Я тоже, между прочим, вступился за вот последнее, когда в мечеть зашли в сапогах. Это свинство, это неправильно, это вообще. И еще говорит о ну, раковине там. Правильно Мага Исмаилов сказал. Но я же в защиту сказал, если бы был равнодушным или что-то имел против чего. Ну, это кому-то это идет. Но как, я имею в виду, как красиво они ответят, что это истина, там, наша вера такая, такая. Вот я же сколько веду блог, да, и о нашей культуре, о нашем однобожии, да, назовем один Бог это, да. Кто-то из вот этого контекста взял, мы же не лезем никому, да, не сжигаем, ничего не делаем. Однако к нам лезут даже, начинают задевать за чувство веры, не спрашивать. И вот, не знаю, никто об этом и не говорит. То есть каждый за свою веру, у каждого своя, фанатики особенно. В наше время это опасно, но сейчас я вопрос зачитаю, хватит. Света, какой ты согласна? Принятие чужой религии– это очень сейчас в моде, не понимая своей веры. Одним словом, стадное чувство руководит ими, а в своей вере не хотят разобраться и вникать. Я вот и последний ролик у меня называется «Какая разница?», где я говорю, какая разница, какой ты религии, Бог же один, то есть и так далее и тому подобное. Я ответил, что как нет разницы, пока есть политика, внутриполитические войны, глобальные силы, разница есть. Разницы нет, когда ты в гробу находишься или в раю, в небытие где-нибудь, чтоб тебя не было на горизонт, вообще нигде не было.
Тогда разницы нету. Лев или кролик, там, все животные, какая разница, все кайфуют, все накурились там, ангелочки летают там, все под наркозом, короче. А почему так думают? Это тоже специально. Не лезь туда, в поли, не разбирайся, будь тупым, будь бараном. Мы умные, а ты тупой. Живи себе, чё, а чуть-чуть голову поднимешь, тебе ее обрубят там. Так и достоинство человеческое, да. Люди становятся равнодушными. И вот из-за них как раз-таки, вот те, кто говорит, Бог, какая разница, Бог один, так и принимают, да, другие религии. Ладно, я же говорю, при чем без этого? Это выбор каждого, но на самом деле его нет. Почему? Из-за политики и из-за других причин много. Из-за потери своих корней. То, что мы самоидентичности и вообще достоинства, принципиальности, рамки, понятия старший, младший, вседозволенность и так далее. Этому какая разница? Поэтому надо быть принципиальным. И мы в итоге видим сильные мира сего, те, кто о будущем думает наперед, в долговую. На основе чего? На основе своих корней, идеологии. У нас идеология Нартиада, об этом миллион раз тоже эфиры делал. Поэтому разница, те, кто так говорит, вот из-за них-то и происходит деградация, разделение, беспорядок, хаос. Вседозволенность порождает хаос. Отсюда и зло, потому что в хаосе зло, когда нету порядка, дисциплины. Поэтому вроде бы, смотрите, как получается, вроде бы они правильно говорят, что какая разница, Бог один. Но я же сказал, что мы не такое время, его и не будет, пока вот это запущенный процесс, да, войны там, политика. И это человеческий фактор, гордыня, э, разные правители, которые там, руководители, чревоугодники, воры, там, коррупция. Они же над этим, там силы там какие-то. Как? Разница есть. Никто, мы же не в раю там. Поэтому надо быть самоопределенным, за свое держаться. Понимать именно, что себе твои термины, чем разница, кто твоя историю надо знать. Это по-любому. Надо сегодня историю знать больше. В итоге что происходит? Все эти правители, никто же не скажет, надо создать аланское, да, заново карту, аланское государство. Асия Аланы. Нет, никто даже тем, зато очень хорошо кричат, да, там, мы Аланы. Зато Эрдоган карту свою поднял, хочет сделать великую, как его, Туран великий. Куда к Кавказу, в севере вообще не, мы там вообще нас нет. Это, короче, все в его карту входят. Эти хотят сделать Тартарию, то есть на официальном, а нас Аланка будто бы. Это о чем говорит? Кому ваша история нужна? Все будут, большинство там хотят подменять, переписать. Вот Петр Кузьмич Кузаев единственный, кто правильно историю интерпретирует. Все четко, ясно, доходчиво. Ведь кто-то же мы думали, мы иранцы, пришли иранцы нам насовывали оттуда. И тоже из контекста полной нашей истории вырывают и делают нас пришлыми. Какой-то фрагмент нашей истории. И вот это, на этом акцентируется. Для чего все это делается? Чтобы мы заблудились в своей истории, потеряли свое я и потеряли, а вот религия, да, это уже потерять, вот переписывание истории, манипуляции разными, а в кавычках историков, это стирание памяти нашей истории, а подмена религии, вот
Да, принятие других религий – это стирание памяти нам, связи с тем, что и знание о нем, том, что с нашими духовными корнями, с предками. Понимаете, с разных сторон, и человек это чувствует, понимает. Поэтому надо быть принципиальным. Какая разница? Во всем есть разница. Если на то пошло, тогда какая разница? Так мы все дозволяем, позволяем. Вот как бывает, один раз выпил 100 грамм, один раз можно 200. А зачем ты пьешь эти? Что они тебе, эти три? Если пьют уже до белой горячки. Здесь то же самое. Одно, второе, третье. И вот так мы все запускаем. Не позволяли спиртные напитки в культах, да, традиции, мусорить в свете. А сейчас начинают оправдывать, что мы пили, мы полная подмена. Нашу страну нужно назвать Асия-Алания. В принципе, Россия, вот грач, русский от слова Роксолана. И на других языках вот тоже этому Роксолан, там, Светлые Ланы. Возможно, это такое наше это самоназвание осталось. Но и Россия, но по смыслу сути одно и то же. Россия, Асия, Россия. За исключением раса, за исключением эры. Ну да, правильнее было бы назвать Асия Алания. Никуда осетин на будущее, смотрите, если где-то эту тему поднимут, чтобы осетин убрать и Алания ставить, вы остановитесь, что вы делаете? За ас там войны идут, Асия мы, тем более мы асами были, аланы друг друга обращались аса. Кавказия, гора кавказцев, гора бога Аса. То есть здесь все связано. Ну, как вы убираете? Ну, видите, у людей многих проблем в том, что они в крайности, и обязательно в крайности должны впасть. Нет, что. Просто ос грузинский переделать на ас, и все станет на свои места. Ас Сиалани. Так Иисус был из скифов, поэтому он и назвал себя сыном Бога, как и Аси. Я тоже так думаю. Распяли его. Вот как, да, берут идею у человека, да, переиначивают и начинают за твоей спиной, вот, твоей правдой, твоими трудами пользоваться. Такое же есть. Здесь то же самое произошло. И хуже того, ладно, если ты пользуешься для себя. Ну, представляете, какой подлый получается. Я тебе это дарю. Ну, вот мои картины, да, я вам дарю тем, кто хочет там на нике пользоваться. Ну, его это вдохновляет, можешь на своей футболке нанести. Но если он начинает там, например, в коммерческих там еще целях, да, то есть отнял, не просто пользуется для души там и сказал, ну, тебя попросил и для души. А он у тебя отнял, не сказав тебе, переделал даже на свой лад. А здесь произошло так, он не то что, а еще твое же тебе пришел навязывать в твой дом. Вот так это получается. У тебя нет правды, а у меня есть. Ты у меня брал, переделал, ты же у меня взял. Вот что такое наша вера, что такое единое бытие, что на самом деле. Если кто-то этого не понимает, не догоняет, это ваши проблемы. Но может вам это еще не... Просто здесь, видите, парадокс в том, что человек, когда уходит, одно дело, да, человек приходит к единому, что у Бога нет рамок там, ну, опять политика, и с другой стороны,
проблема же в том, что человек, уходя в другую религию, уже с точки зрения другой, своими формулировками, он не понимает свои корни. Ну, то есть неправильно, Васкергин. То есть вот так и происходит подмена. А кто сказал? Каждому свое, может, там это надо было. У нас свое есть. Наши предки что такие? А если те, те, кто на свои корни как-то относятся и из-за того, что им лапшу на уши навешали, что «О, чё предки, Аланы, чё они, чё они». Во-первых, то, что ты есть, уже заслуга кого? Потому что тысяча других племен исчезли в формировании твоего этноса. А ты, родившись осетином, уже, если ты за предков говоришь, ты уже должен, если кто-то тебе говорит, что Аланы там, пошли его куда подальше, скажи, благодаря тому, что ты вот осетином родился, ты обязан посмертно. У них же головы нет. И главное, они обобщают. А Аланы же то, Аланы. Наш народ, он очень долго Петра Кузьмича Кузаева лекции посмотрите, ссылки 4 части. Как он формировался. Какие столько культур там было. Вот начинают же говорить, да, мы Аланы приняли христианство. И кто-нибудь скажет, что там было столько племен со своей культурой. Да, нарты были первые, самое ее название первое были марты, мы отпали нарты. Там были карликовые какие-то племена, адыго-абхазские, предки адыго-абхазцев, с ними смесь была. С войнахами тоже смесь какая-то. Ну, больше всего с адыго-абхазами, то есть северной, на Центральном Кавказе. Другие-то с армянами там тоже, урарту, вот эти, хуриты там, от слова хур. В общем, это такие долгие процессы со своей культурой. Они были мощные, влиятельные. И обобщать постоянно. Никто не скажет. И раньше было хири. Поэтому соседи нас хири называются. А далее сираки, ну, сарматы. В общем, такая история долгая, культура. А видите, те, кто не знает, они не христиане. Через что мир? Но Ир само, это уже религия. Ир, обозначающий опять дух огня, частица. А через что он это получается дополнение, надбавка. Это говорит о том, что смешание вроде бы как бы одна, но все равно же разница есть. Если мы говорим о кресте, скажут, это православный крест. Значит, они себе его присвоили. А на самом деле это, ну и воспринимается, что это христианский крест. А на самом деле он символ бытия мира. Сам человек образует, и все те истины, которые крест в себе несет, он имеет в себе символ человека, дух воплоти. И кто-то решил отделить от нашей культуры то, что естественно в человеке, да, обычно. Чудо и самой жизни оговорил. И говорит нам, это правильно, чтоб людьми, да, править же надо. Ну, людям обман понимают на примере Кашпировского. Люди же в это верили, Ванги там, а может она ФСБ или на уши сели. Официальное формирование. Понимаете, да, отняли, это у них правильно, а то, что у тебя, это какой крест. А если ты скажешь христианину, крест это у нас вот та же суть, что он скажет, это бред, это христианский символ. Видите, как разделение? Ты говоришь о Боге, а на своем называешь хуцау, тебе залетают, начинают говорить, прими лишь одного единственного Аллаха. Это как понять?
Я ему говорю: ты многобожник? И он так смотрит. Да, вот ты доказал вот этим выражением, что ты многобожник. Почему? Потому что ты же знаешь, что я о нашей культуре, у нас свои культы, традиции, обычаи, мы своего Бога Хуцал называем. И ты заходишь и мне говоришь: прими Бога. Это как понять? Ума ты хочешь сказать, у тебя другой Бог? А ведь так и получается разделение. Значит, Бог разный. Понимаете, какое формирует сознание людей, да, принимающих религию. Получается разделение. Разделяй и властвуй. Да здравствуй. Ну, вот поэтому надо быть принципиальней. И что это? Он хочет сказать, что мой Бог хуже из-за того, что я его Хуцал называю? Или он хочет сказать, что я не имею права на своем языке сказать Хуцал? Кто-то скажет: Фред, но это же невежественные люди, Бог один. Ну, этих невежественных знаете сколько. И вот когда до принципиального вопроса, да, доходят, вот человек же не просто так в той или иной среде бывает, и люди его окружают. И когда, а там много и фанатиков, и всяких там. И когда принципиально вопрос поднимется, то, естественно, он будет вынужден принять ту сторону, которую ему скажет. Вот в Коране как написано, надо, если ты мусульманин, так надо делать, а не как говорит вот тот Фред, который там от непонятно откуда взял, культура, придумал что-то. Это те говорят, которые не поняли, не, то есть даже своим многим, да, не вникают. Тем более другим это вообще не надо. Вот покажите мне хоть одного араба, принявшего Ассадин, да. Это вообще абсурд будет, потому что как он может принять, если автоматически араб, это мусульман, у них все на арабский лад, все. У нас то же самое, у нас на аланский, арийский лад, имена Ари, там, посмотрите славных предков имена Мурат Цагараев. Ариф Арн, Аристагур, Душа огня, Нарт, ну, такие, Воздан, там, такие имена мощные. То есть у нас на свой лад, по-своему. Но зато наши, они принимают, уходят. Ладно, если принимали, зачем ты с колокольни другой начинаешь свои корни говорить и одобрять, что да, это неправильно, у них неправильно, многоблашкерги, это не вникший. Уже когда ты принимаешь, что уже ты находишься в той среде под влиянием той среды, в которой ты находишься, их адептов. Понимаете? Поэтому какая разница есть и разделение есть. Получается многобожие. Не было бы многобожием, если, как я сказал, мы все в раю были, и не было бы политики, войн там. Все бы вот летали, в общем, накурившись. Если твою не понимают, ты тоже не понимай, одним словом. Делай хорошо, делай нормально, нормально будет. Вот заповедь. Не будь свиньей. Это у нас всегда человек и без проповедей должен сам себя контролировать, воспитывать, на ошибках учиться. Дахеравама, Бадамай, иметь так, иметь субординацию там. Много таких. Сам человек должен своей головой думать, это лучше. Бог, человек не отделен от Бога, и у него не должно быть посредников. У Иисуса посредники были. У кого посредники были? У кого из них религии были? Откуда это?
Также у нас такого нет. Если кто-то между тобой встает, ну, нужно еще учитывать, что смотря кто это сказал, да, у нас нету Бога посредников. Если, допустим, это сказал тот человек, который ну, около 3 пирогов спиртное держит, так говорит, у него должен быть посредник, и этот посредник должен быть нравственный, духовно-нравственный человек, который бы сказал, нет, нельзя на святом то, что наше святое, там ставить не то, что водку, кока-колу, чипсы, это вообще не суть этого. Как это нет посредников? Между учеником и знаниями есть посредник, это учитель. Поэтому, смотря кто это сказал. Но, опять-таки, вопрос другой встает. Смотря какие посредники, да? Те, какие цели они преследуют. А может, они заслы, может, они чему. Видите, в чем? Много вопросов, в общем, возникает. Как сказал, вот много у нас, между прочим, просветителей нашей религии, святилищ кто делает. О святилищах много говорят. Между прочим, те, кто думали, Бардуакта, Изатта Дауджита, они думали, что это. А на самом деле реальные народы. Дауджита это Даны, племя Данов. Представляете? И вот теперь подумайте, что такое обращение к Дауджита. Кому вы обращаетесь? Для чего? Может, это как память о наших предках тоже, которые играли в нашем этногенезе роль. Ну, поэтому мартовский эпос это такая история. То есть вот так. Молитва, хватит сегодня тоже уже тормозит, уже многое бы еще что сказал по теме, вопросов нету. Благодарю за внимание. Правильных вам дорог. Монотабл Растфандакта ото. А вы там, кому я вначале сказал, следите за своим языком, не плюйте в чужой хате. Где б ты ни был, да, веди себя не как свинья, будь по-человечески. Поэтому, когда вы говорите за веру, да, говорят, что ваша вера истинная, прежде всего, вы себя выдаете своим вот языком, поведением. Как говорят, в споре рождается истина. Первое, это в самом истина в том, какой сам человек, да, общаясь с человеком, мы познаем друг друга, ну, что из себя человек представляет. Второе, это в самом вопросе истина. Поэтому вот те, кто мне там вот, сразу какие-то оскорбления пишет, там, что ты несешь, что ты, это, ты, что за уйню ты несешь, да? Вот то, что вы сказали, вы то же самое, вот вы именно вот то и несете, уйню,
нас не принято, да, мы же культурные. Мы имеем, в отличие от некоторых, уважение и к аудитории, и, да, несем именно законы Бога, да, чтобы у нас порядок был. Мы не можем выражаться, как вы. И вы еще говорите за религию, за истинность. И вы сами уже, у вас голова настолько запутанная, перековерканная, что вы не понимаете, что таким языком вы сами же выдаете, что вы же. У вас и ни религии нету, ни имени, вообще ничего. Поэтому ведите себя по-человечески. А если хотите вот человеку, ну, зайдите просто по-человечески, да, по-доброму, добрым надо. По-доброму зайдите, спросите. И тогда вам адекватно тоже ответят. А на неадекват вам кто что ответит. Максимум тоже вам ответит тем же, что посеешь, что и пожнешь. Вот. А у нас справедливость, тем более у осетин в корне, как носители порядка, всегда на первом месте. Справедливость. И это нам не от каких-то религий проповеди надо читать, чтобы я сейчас об этом говорил и тому следовал. Поэтому свободный. Это для вас, а для своей аудитории, для нормальных, адекватных. Еще раз благодарю за внимание, что со мной приобщать тоже по духу на медийных, адекватных людей, те, кто интересно изучают нашу историю, культуру, народ, хочет что-то понять. Благодарю за внимание.